Следующий вопрос. Угаль юстахдам аль-абд мукабиль нафакатихи айдан. Говорит, а если человеку в качестве залогового предмета оставлен раб, и человек тратит на этого раба, то есть залогодержатель тратит на этого раба, кормит его, поет его и тому подобное. Может ли он также пользоваться этим рабом, как он пользовался животным в прошлом вопросе? Говорит, мана аминзалика аль-джумхур. Первое мнение в этом вопросе, что это запрещено. Вамаахум Ахмад. Из них имам Ахмад, Исхак и Ибн Хазм. Лянна хадис Аби Хурейра джафиль маркуб валь махлюб. Потому что хадис Абу Хурейры, в нем речь идет только о животном, на котором можно садиться на него верхом или пить его молоко. Фагайру ябка фиги аль асл. А все остальное остается на основе, что пользование залоговым предметом запрещено. Второе мнение в этом вопросе, мнение Аль-Аузаи, Лейса, Абу Саура, имама Ахмада в одном из риваятов от него, «Иля джавази истихдам аль-абд мукабилян нафака». Говорит то, что даже раба можно использовать взамен того, что ты тратишь на него. Говорит, кормишь его, поешь его. Вада акраб. И это второе мнение, говорит, является более близким к истине. Лянна аль-абид бин хайсуль бэй' ва шира ва лиджара ва мажбауха. Потому что, говорит, рабы по вопросам торговли, то есть купли-продажи или сдачи в аренду и тому подобное, подобны животным. Ахкаму ка ахкам аль-хайванат валлавад. То есть в шариатском фикхе их постановления подобны постановлениям животных. Танбих говорит примечание: «Ида анфака рахин аля аль-хайван бинafси, фалейса лиль-муртахин ан янтафиа бир-рукуб валь-хальф индахум джами'ан». Нам это примечание мы делали на прошлом вопросе. То, что если на животное тратит сам залогодатель, то в данном случае залогодержатель не имеет права пользоваться этим животным, никаким видом пользования. Так, значит, правильное мнение в этом вопросе ясно или нет? Если в качестве залогового предмета был передан раб, и человек, залогодержатель, тратит на него, кормит его, поет его и тому подобное, то он также может использовать этого раба. Как говорил, лучше, если его использование не перейдет за рамки той суммы, которую он вкладывает на то, чтобы содержать этого раба. И опять-таки, если раб содержится залогодателем, то есть его хозяином, то залогодержатель не имеет права использовать этого раба в своих целях. Далее, следующий вопрос.